Кезектегі сөз Асылбаева Гүлшат Кадыровнада. Спасибо, Мирлан Исакбекович. Я вообще считаю, что идеальным решением, да, было бы, если голосование Джугаку Кенеш по этим кандидатурам было бы против всех. Нет кандидатур с незапятнанной репутацией и чистой профессиональной работой, судя по информационным справкам, которые нам предоставили. В связи с этим у меня вопрос к Алымкулову Айдарбеку Бекишевичу. Скажите, пожалуйста, вот у вас тут написано, на вас было открыто уголовное дело по части 1 статьи 313 прекращено. Можно сказать, почему открыто и почему прекращено? Что за уголовное дело? Спасибо за вопрос. Время остановить. Угу. Говорите, говорите. Да, уважаемый депутат, это была бытность моей работы на должности судьи Тюбского районного суда. Я рассматривал уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в особо крупных размерах. И вот мать осужденного, тогда подсудимого, написала заявление, о чем я узнал позже, чтобы как-то уклониться от уголовной ответственности, попыталась спровоцировать на это. По итогам следствия это дело было прекращено. 7 лет назад, если память не изменяет, в 2011 году. Вот это вот информация. 120 депутатам пришло обращение от жителей, у которых вы отобрали квартиры, не рассмотрев даже в их присутствии это дело. Вы просто решили, что у них можно отобрать квартиры и оставить их на улице. Вы знаете, о ком я говорю? Да, я в курсе. Я вот хотела спросить, почему вот без участия в деле самих ответчиков, да, вы обратили взыскание на их квартиры, хотя они не являлись ответчиками и по обязательствам этого кооператива? Да, я отвечу на этот вопрос. С этой жалобой я ознакомлен. Эта жалоба поступала в дисциплинарную комиссию. Суть дела в том, что общество с ограниченной ответственностью АКН Электрокомпани, это истец, подало исковое заявление в суд о взыскании задолженности с общества с ограниченной ответственностью Мастердом Плюс. И на момент рассмотрения дела в 2016 году в деле имеется ответ уполномоченного госоргана, госрегистра, что вот эти нежилые помещения владельцем является ответчик, то есть ОСО Мастердом Плюс. В то время дольщики, в соответствии с законом о госрегистрации, не обладали правом собственности на эту недвижимость. Возможно, сейчас, в 2018 году, они вступили в право, но в то время, в 2016 году, они не являлись собственниками. И это, во-первых. Во-вторых, в судебном заседании представитель ответчика полностью признала иск и просила иск удовлетворить. И третий момент. Есть постановление Верховного суда от 2 октября 2017 года, которым оставлено в силе мое определение о наложении ареста. И в этом постановлении суда надзорной инстанции также указывается на справку госрегистра о том, что владельцем недвижимого имущества в то время являлось общество с ограниченной ответственностью Мастердом Плюс. То есть на то время дольщики, как вы сказали, я фамилии забыл, они не являлись собственниками. Это, по-моему, они вводят в заблуждение чуть-чуть вас. Айдарбек Бекишевич, вы не услышали вопрос, почему вы рассмотрели дело в их отсутствии? Вот вы знаете, многие люди могут ждать годами, когда, допустим, вы съездите в командировку, потом вы можете поболеть, вы можете сходить в отпуск, дела откладываются и рассматриваются месяцами, годами. А тут вы раз, не подождав, не уведомив, не узнав, по какой причине человек отсутствует, вы ему даже не дали шанса человеку защититься. Я еще раз отвечу. Предметом спора было взыскание задолженности, и сторонами выступали только 2 юридических лица. Этих дольщиков в деле не было. В исковом заявлении они не были указаны. Поэтому они не были привлечены. Да. Если бы в госрегистре в справке были указаны они как владельцы, то суд бы их привлек в качестве третьих лиц. А давайте я вам чисто человеческий вопрос задам. А если бы с вами так поступили, как бы вы на это отреагировали? Мое решение вступило в законную силу, оно является законным, я подчиняюсь только закону. Я считаю, что я вынес законное решение. А 140 дел отмененных, которые вы вынесли решение, это о чем говорит? О том, что вы поступили законно? За какой период вы имеете в виду? За 2017 год 140 отмененных, принятых вами решений. Это говорит о чем? О том, что вы всегда поступаете законно?
Еще раз спрашиваю. Да, нет, в процентном отношении в апелляционной инстанции утверждаемое В 65,7%. процентном это звучит по-другому. 140 дел. Это 140 судеб. Что скажете? Я не скажу, что это незаконное решение. Ну, отменяется, да, допускаются процессуальные нарушения, возможно. Я Какие за каждое дело не процессуальные? могу ответить. Я просто Конечно, не вы помню. не можете. Ну, нет, вы сами вдумайтесь. 140 дел. Это 140 было поломанных судеб.